Всем привет! У меня тут ЧП небольшое произошло. Папка упала прямо точнёхенько на кабель и сломала мне кабель. Пока доехал до Слюдянки, забежал, купил кабель на зарядку, зарядил немножко телефон. И получается, что я прошел Култук. Там небольшой снег был, ну нормально. Побуксовал немножко, ну, спокойно проехал. Вот. Сейчас вот вдоль Байкала еду с восточной стороны. Слюдянку прошел. Едем на Улан-Удэ. Последние дни не записывал, так как торопился. Где-то в среднем 900-1000 проходил в день. Там не до съемок было, там снег, гололед. Особенно после Канска там тяжеловато было ехать. Вот. Едем вдоль Байкала. Ну вот Байкал там. Сейчас тут подъемы, спуски. Вон Байкал. Так, ладно, тут подъемы пошли. Сейчас я отключаюсь, а то я подзависну, если одновременно снимать буду. Я вроде не буксую. Тут есть по трассе, прямо вот выезжает прямо к Байкалу. Вот, показать. Так, подъемы. Идем на 9-й. Идем на 9-й. Так. Переключаемся. Буксуем. Вон Байкал, видно, не видно. О, отсюда тоже вид хороший. Все как неудачно. Хотел поснимать, как Култук проезжаю, и телефон разрядился. Благо второй телефон есть. Не так одиноко. Нормально, вроде посыпано. Поднимаемся без проскальзывания. Сейчас в Бурятию въехал. Осталось до Улан-Удэ 260 километров. Сейчас еще километров 100 вдоль Байкала. И там сворот будет уже на восток Улан-Удэ. Вот, спереди едет коллега. И что-то мы по рации разговорились. Спросил, откуда, говорит, едешь. Я говорю, да вот, представляешь, говорю, самый длинный рейс у меня. Ну, я говорю, недолго дальнобоя. С Питера в Якутск. Говорю, 9300 в одну сторону. Он, говорит, удивился, нормальный рейс. Вот. Я говорю, еще осталось на Магадан съездить. С Питера спрашивает? Ну да, говорю, что бы нет, с Питера до Магадана. Он говорит, да не, от самой дальней точки, давай, говорит, с Мурманска. С Мурманска в Магадан. Там по-любому 1012 будет километров. Но в Магадане я не был ни разу. А так бы хотелось бы, конечно, бывать там. Те края посмотреть. Но там, насколько я знаю, там нету асфальта. Там грунтовка идет, причем скальник, и очень сильно покрышки режет, поэтому там надо кучу запасок брать. Желательно, конечно, ломик, потом
мясорубку. Машинка устала, тут тишина была там, блядь. Да они вон, видишь, все он тут гоняет. Мясорубку. И в путь можно съездить. Ну, таких рейсов нету. Делка не ходит в Магадан, насколько я знаю. Там, видимо, есть, но она маленькая, я сейчас посмотрел. Они, видимо, здесь приезжают, катаются. Вот. Делка не ездит, насколько я знаю, в Магадан. Видел я пару машин, кто-то ездил, когда я заправлялся в Якутии. Там же сворот на Магадан в Якутске. И, по-моему, такие, то есть не подготовленные машины, обычные пошли. Но, по-моему, они двухногие все-таки были. Потому что одноногому туда ехать, ну это страшновато зимой ехать. Вот такие дела. Бурятия. Заедем к сестре, заеду к сестре в Бурятию. Вот. Поснимаю, как живут буряты. Кому это будет, я думаю, интересно, кто никогда в жизни не был в Бурятии. Вот. Все, за пареньком едем. Он с Москвы едет, в Улан-Удэ везет. Сам, короче, родился в Комсомольске на Амуре. Потом родители, ну и он вместе переехали они в Нерюнгри, в Якутию, в Южную Якутию. Он говорит, потом в Улан-Удэ поступил в колледж, но его выгнали на втором курсе, как, и сейчас вообще живет в Краснодарском крае. Я говорю, вот это покидало тебя. Ну, многие северяне уезжают на юга жить, то есть такие кардинальные изменения. С холода сразу в достаточно в жаркий край краснодарский живут. Вот. Рассказал ему про кухню бурятскую. Он говорит, блин, если в сторону Читы отправят, то заеду, сказал. Ну, я ему говорю, вот сейчас тоже будем же ехать, мимо нее обязательно заедем. Там деревянная юрта такая, бурят-монгольской кухни. Очень вкусно, сытно. Вот. Вот Байкал рядом, с левой стороны. Надо на Магадан еще съездить. Испытать себя. Только я вот не знаю, какие фирмы ездят в Магадан. Вот что. Потом туда устроиться и рейс взять. В ту сторону. Допустим, загрузка. Ну, с Питера там порт же. Магадан тоже портовый город. Там, скорее всего, кораблями проще будет, чем машины везти. Вот. Это где-то трубы, если туда везти. Ну или какой-то груз не портового города, короче, с не портового. Я даже не знаю, в Магадан, что туда. Там, видать, большинство-то, наверное, все-таки этим морским путем доставляют грузы. Так, может, по мелочи какие по дороге. Ну, не знаю. Говорят, что ходят машины туда. Вон Байкал. Вдали. Всем привет. Я в Улан-Удэ, в Бурятии. Вот. Валя, сестра двоюродная, она у меня шаманка. Вот, не удивляйтесь, вот такой вот. Все-таки духовный путь предполагает развитие не в материальном мире, а в духовном. Все-таки. Поэтому печка. Смотрите, какая печка. Сейчас ее буду растапливать. Первый раз топлю печь. Сейчас что-нибудь придумаю. Мне сказали,
короче, просто класть сюда дрова. И потом они, короче, их ну, обычно я думал, что их надо какого колоть поменьше, а тут они большие такие. Ну, попробуем. Шихэндэм шүүнэн байр ирэхтэй, нүдэндэн харуулан байр уугаарэхтэй. Орны ихтэнгэрээ явтаргын олон борхошул хадаулын эстүүд хийгэргүй гошингууд, хэнчүүгөр ундаашингууд, урагшхой шоо яраашингууд, гаргүй гайхан нууд хөлгүй хөхөрнөн, бусад 8 аймагтэн хүүхэд арган дэгэлтэн буурал цагаан хахайтар, уулту бүгд ойж тонлуу айж, тохолоож ирэрэхтэй мундамаар авн нэшгэшгэлэнгүй кэнчил гэж. 뭔가 뭐든 같나 뭐든 같나 뭔데 안garlay utunda hatunda larda bayarlay utundere utundurumlar burasın garvalay utundere velotun tamacında unjungarulde honmadın tüyede hotte burunse muryarengo yahade hanamcege yahmut Доброе утро. До Якутска осталось 2600. Привет, привет. Едем перед Читой. Тут такие дикие места. Тут совсем другая, конечно, природа отличается. Впереди Вадим едет, встретились с ним в Улан-Удэ. Он в Улан-Удэ заезжал, прицеп делал, у него перекидка, треснул кабель и коротыш был, в общем, габариты горели, а стопори нет, и предохранители плавились. Вот, ему нашли причину, перекидка, новую поставили, все заработало. Вот. А я что, я в Улан-Удэ Вадима ждал. Ну так решили, говорю, давай, что, каждый же в своем темпе ездит. Кто-то вот, как я, рано встаю, кто-то наоборот допоздна едет. По-разному все. Я говорю, давай тогда где-то ближе там встретимся и поедем уже вместе. Ну вот решили в Улан-Удэ, а я как раз думаю, к сестре заеду, там лошади ходят вдалеке. Обалдеть. Вот, и в итоге встретились. И сейчас едем в Читу. В Чите у нас
какие сопки вдалеке. В Чите у нас заправимся до полного. И уже все, мы там в Якутии. Там разрешенная заправка в Уделке. Там 300 литров только зальем. Ну, там Арктика уже будет. Вот. Еду и думаю, заливать ли мне еще антигель. В прошлый раз я когда ездил, я заливал антигель. Сейчас посмотрим, подумаем. Едем. Что хотел рассказать. Обряд же, получается, проходил очищение. В первый раз проходил. Вот, шамана. Ну, сестра у меня шаман, получается. И вот первый раз. Что могу сказать про впечатление? Обряд проходил 3 часа. И, соответственно, там идет молитва сначала. И самое главное, что когда вот у шаманов же духи, помощники, я не знаю, как правильно назвать. Вот у сестры получается 8 духов. И в этот раз пришел то ли прадедушка, то ли прапрадедушка. Вот, и когда меня помощник подвел, я, получается, встал, шаман сидит, ну, как когда он в транс входит, шаман, и в него вселяется вот этот дух, он может ходить, может сидеть. В общем, вот в этот раз он сидел на стульчике, и, соответственно, меня подвели. Получается, сказали преклонить колено и вот так вот наклониться и рядом сидеть. И, честно говоря, мне стало жутко, реально жутко. Даже страшно сказать можно, что, блин, это не передать словами, как это прям чувствуется, что это другой человек стал. Манера голоса, интонация, поведение, все меняется. Жутко. Вот, и, соответственно, там потом молитвы, потом там обкуривают травами, у тебя вот так вот водят. Вода с травами ставится на огонь, на нее наговаривают, потом ты этой водой омываешь себя. Там, в общем, целая процедура. Камни, которые я выбрал, их в печку прям в угле закинули, они раскалились, их 3 раза пришлось лизнуть. Камни. Ну, типа огнем, вот этим жаром очищается. В общем, как сказали, теперь я как младенец. Чистенький. Понравилось, конечно, вот это мероприятие. Рекомендую. Так, авария. Что там, Вадим, есть встречка? Чисто. Ох-охо. Да уж. Или скользко было, или улетело. Так, с Читы он шел, получается. Америка. Улетела. Или уснул, или скользко было. Занесло. Да. Аккуратнее. Так, догнали военных. Они, зараза, перед горкой, как начинают медленно ехать.
подсаживают. Надо обгонять их. Он еще и поворотник забыл выключить. Ой, ой. Тут природа отличается. Смотрите, до Читы осталось 100 километров. Снега совсем нету. Очень мало. Тут редко, когда снега много выпадает. В основном вот такая вот. Совсем чуть-чуть. Еле-еле землю закрывает снег. Вдалеке горы. Красота вообще, очень красиво. Мне вообще нравится вот этот край. Здесь очень красиво. Совсем другая природа, конечно. Здорово, здорово. Доброе утро. Только-только вот выехали со стоянки. Находимся перед Ерофеем Павлович, по-моему, город так называется, деревня. Минус 33. Ночью сегодня просыпался, заводил машину. Вот. Нормально завелась. Еду медленно, сначала немножко, чтобы мосты прогреть. И поедем чуть быстрее. Сегодня в планах у нас доехать до Невера, и там поворачиваем мы на Якутию. Все, холода начинаются. В Якутии там будет еще пониже. Тут какие сопки. Красота. Стекло боковое стало замерзать у меня. Нормально, как обычно все. Сейчас вот едем колонной. И этот КамАЗик итековский, блядь, сломался посреди дороги, встал. Он говорит, электроника что-то глючит, и все нахер не заводится. Но мы все поспрашивали, говорю, что помощь будет? Да, говорит. Я говорю, ну смотри, а то аккумуляторы долго не выдержат, автономка работает. Говорит, да, работает. И вот так посреди, блин, ну, реально цивилизации нет здесь. Вот. Сказал, все нормально, езжайте. Это как у меня тоже тогда на КамАЗике. Годовалый КамАЗик. Есть же идет с компрессоров, с двигателя, там идет трубка такая, вот, которая высокое давление дает же по всей системе. Она у меня лопнула. Воздух махом вышел просто. Я буквально там 50 метров протянул, и все, у меня все встало. То есть и руль не повернуть, и тормоза не нажать, ничего. Но благо это возле Нижнего Новгорода было. Рядом кафешка. Я там сколько, часа 3, наверное, ждал, пока эвакуатор приедет. Расцепился, меня эвакуатором зацепили и уволокли, по-моему, Дзержинск уволокли. Там ремонтировали. Так что на дороге ломаться это не очень приятно. А особенно в таких местах на Дальнем Востоке. Можно только сказать, крепись. Едем дальше. Сейчас Ерофей Павлович. Там столовка. Покушаем. И у нас до поворота на Якутию остается где-то 190 километров. Там мы в Тынде заправимся. 300 литров там лимит нам выделяют. Арктика. Солярка будет. И поедем дальше в Якутию уже.
О, какие машинки, смотрите, здесь ездят. Вот эти машинки мне всегда напоминают этот. Они, короче, металлом обшиты, и этот, автовозы, и металлом по бокам обшиты. И если там еще американец едет, он мне фильмы напоминает «Безумный Макс» американский. Это, конечно, трэш. Вот, классно. За бортом у нас 22 градуса, потеплело немножко. Ой, блин. Эти провалы. Расход у меня сейчас с утра 36,7. Обалдеть надо. Тут спуски, подъемы. Постоянно притормаживать приходится. Дорога не очень. Местами. О, какие тут сопки. Что там, Вадим, чисто? Скажи, пожалуйста. Да, чисто. Речка пошла. Понял, вижу. Стояночка. Олимп останавливается. Хотел сказать спасибо, что выступил, но не буду, так как он останавливается. Так, что у нас там? Плакат синенький. Ерофей Павлович, 32 километра. Сковородино, 182. Конечно, случилось, стоишь. Хабаровск. Что-то там 1000 с чем-то. Вот. Ну что, наконец-то мы приехали. Ерофей Павлович, сейчас гляну машинку. Вроде хорошо. Что-то автолидер тут стоит. Это много их тут. Ремонтируется, что ли? Тут случилось у ребят. Не будем мешать им. Вон Вадим стоит. Идем кушать. И еще рывок. Ну все, ребят, поел. Вадим тоже вон завелся. Выдвигаемся. До Невера осталось 160 километров. Там развязка. И мы сворачиваем в сторону Якутии. Так, что, не запускаешься? Эй, навигатор. Давай, что ты? Блин, не хочет. Ну ладно. Давай. Что ты? Проезжай. Что-то ДПС тут еще пост. Так, слева, справа. Никого. И поехали. ДПС. Что хотел рассказать про вот тот же самый КамАЗик, который сломался. Вот сейчас днем, когда проезжали, там было, по-моему, 25. Не так сильно холодно. Но у него двигатель не заводится. И, соответственно,
Ну сколько аккумуляторы, смотря от состояния, ну сутки. Я в том плане, что автономка проработает. Но он сказал, что помощь-то выехала, ну кто же знает. Дай бог, чтобы все нормально было, а так придется кричать, останавливать, чтобы погреться. Опасно, опасно. Мне историю мужики рассказывали, есть же еще дорога, вот я ездил Усть-Кут-Ленск, тоже в Якутию, но там нету круглогодичной дороги, там зимник. Зимой прокладывают дорогу, а летом на барже по лени. Я вот когда там жил, в отпуск ездил, на барже плавал по лени. Конечно, красивые места там очень. И вот мужики рассказывали, если сломаешься, а там плотность движения маленькая, там может, ну смотря зависит от времени года, конечно, там ближе к Новому году побольше машин ездят, грузы возят. Так в другие дни там поменьше. Ну может машина там в сутки проехать, да, а может и того реже. И рассказывали, что люди там жгут резину, чтобы согреться. То есть минус 50 там махом все колом встает. Соответственно, очень опасно. А здесь, в принципе, плотность движения повыше, поэтому не так страшно. В плане того, что помощь все-таки можно найти. Ребята, наконец-то эта развилка на Невере, на Якутию. Наконец-то мы добрались. Пройдено до этой развилки с Питера 8134 километра и 800 метров. Ровно, короче, сейчас будет 8135 километров. Ура! Наконец-то. И до Якутии, до Якутска остается 1250 где-то так километров. Наконец-то. Ура, ура, ура. Вот там Якутия. Все. Мы сворачиваем. Так, мы сегодня в Тынде заправимся еще там соляркой Арктика. Потому что там холодно в Якутии. Ну и по идее самая веселуха сейчас будет начнется. Потому что, ну, когда я в феврале ездил, там строили активно дорогу. Надеюсь, за лето ее еще продлили, асфальт. Вот, тогда будет полегче ехать. Надеюсь, никаких перевалах не зависнем. Пройдем все перевалы отлично. Легко. Цепи тем более не будем. Дай бог, чтобы цепи нам не одевать. Самое главное. Я хотя в жизни своей еще ни разу не одевал цепи, ну и не хочу пробовать. Конечно, можно вправо повернем. Да. На обратно на Читу. Ну что, с Богом. Якутия, моя вторая родина, или даже первая родина. Я прожил там, еще в детский садик ходил, город Удачный, Мирнинский район. Прожил там до 28 лет, по-моему. В 2008 я уехал в Уфу жить. Там квартиру купил и переехал туда жить. В Башкирию. Всё. Ты не помнишь, сколько километров асфальта? Знаю. Так, температура у нас сейчас за бортом минус 20.
Ну, в принципе, терпимо. Сейчас солнце сядет и температура резко будет падать. Так, ну что, в добрый путь. Вот сопки начинаются. Уже на подъем пошли. Все. Буквально там 10 километров Соловьевск проехали, и все, асфальт закончился. И сейчас, по-моему, до самой границы с Якутией не будет асфальта. А в самой Якутии где-то местами. Ну там шло в феврале, когда ездил, активное строительство дороги. Может быть, за лето еще сделали асфальта. Вот. А вот тут как было в феврале я ездил, так ничего и не изменилось. Едем, поснимаю, пока светло еще. Вазик, буханка. Вадим спереди едет. Ну все. Спасибо за просмотр. Всех обнял. Подписывайтесь, ставьте лайк. Дальше будет только интересно.